Возле реки Катунь собрались молодые перспективные представители политических партий. 19 стран приняли участие в фестивале «Манжирок». Беларусь, Армения, Таджикистан, Китай, Казахстан, Молдова, Приднестровье, Монголия, Абхазия и многие другие. Нашу республику на фестивале представляла партия Амцахара, которая посетила Манжирок по приглашению политической партии «Единая Россия». Нам подходили ребята представляют все те или иные политические силы в своих странах. Из Армении, из Приднестровья, из Молдовы, из Китая, из Казахстана, с разных. Спрашивали, что происходит в Абхазии, какая настоящая действительная ситуация. Все рассказывали правду о том, как мы тут живем, как мы развиваем нашу страну. И вот многие были в курсе о каких-то вещах, а многие не были в курсе. И сегодня, возвращаясь домой, делегаты из 19 стран будут уже в целом иметь какую-то объективную картину о том, что происходило и происходит, так скажем, в нашей стране, в нашей республике. В рамках насыщенной программы фестиваля состоялись образовательные треки, панельные дискуссии с международными экспертами, дебаты, выставки и разработка совместных молодежных проектов для укрепления отношений стран постсоветского пространства. В качестве экспертов в Манжирок прибыли Евгений Попов, зампредседатель Комитета Госдумы России по информационной политике, Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», заместитель главного редактора Russia Today Анна Белкина, зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Артем Туров и многие другие. Мероприятия с участием различных общественных и политических деятелей, спикеров и экспертов проводились каждый день. После пленарных заседаний по отдельности были спикеры, которые нам рассказывали, читали лекции, были открытия фестивалей, концерт был интересный с участием звезд сегодняшней российской эстрады. Также после экскурсионные маршруты, и на катере покатались, и на озеро съездили, так как Горный Алтай все-таки очень красивый край, субъект Российской Федерации, я вам так скажу, потому что приехал, я был приятно удивлен тем, что природа чем-то даже напоминает Абхазию. Очень красивое место. По словам Даута Ковы, посещение фестиваля по-настоящему значимо для представителей нашей республики. Ведь установление прочных связей с молодыми политиками стран-соседей важно для будущего Абхазии, для развития дружеских, партнерских отношений с миром и преодоления информационной блокады. Главной целью донесения правдивой информации о ситуации в стране, в нашей республике. Так как мы находимся в небольшой информационной блокаде, тяжело доносить свое мнение и свое видение ситуации до международного сообщества. И сегодня нам предоставилась такая возможность рассказать о положении дел в стране. Я выступил с небольшим докладом и рассказал немного, был экскурс в историю и вообще о положении дел сегодня. Организаторами фестиваля стали партия «Единая Россия», Фонд Евразийского сотрудничества, интеграции и «Молодая гвардия». Манжирок – действительно важный, амбициозный проект для объединения на единой платформе молодых лидеров и соотечественников, развития дружеских и партнерских отношений и расширения границ. Ведь, как известно из песни, Манжирок – это дружба.